Добрый вечер. Сегодня программа «Детали» подводит итоги года. Мы напомним о наиболее знаковых событиях 2021-го. Пожалуй, каждый из нас в эти дни задается вопросами, что запомнилось в уходящем году и чего ждать от года наступающего. Мы задали их сегодня сыктывкарцам. Давайте послушаем, что они ответили. Каким этот год был для вас? Но он был для нас счастливым. У нас родилась вторая дочь. Поездка на юг, теплое море, солнце. Отдохнули хорошо, да. Все хорошо, замечательно просто. Год был хороший. У меня новая должность, купила квартиру. Все хорошо. Всех с Новым годом! Что стало самым запоминающимся? Новые отношения. Самое запоминающееся, у меня внук пошел в 1 класс. Это самое запоминающееся, что внук в 1 классе. Дети купили мне путевку в Египет, и я съездила в Египет. Вот эта новость очень хорошая. Потому что я никогда в жизни за границей не была, хоть посмотрела, как живут арабы. Чем вам этот год запомнился? Веселыми делами, хорошими. Классно. С наступающим. На будущее, чтобы все были здоровы. И мир на земле, не надо войны. Вот работаю над собой и вообще очень люблю работать. Так что работайте. Вообще нужно радоваться тому, что есть. И не надо обращать внимание на какие-то неурядицы. Все будет хорошо. Уходящий год множество сил и ресурсов, как ему и предрекалось, потребовал на борьбу с коронавирусом. Все сферы жизни были подчинены одной задаче – остановить его распространение, при этом сохранив стабильность и избежав падений в экономике. Правительству Коми это удалось. Вектор развития республики на год следующий задал новый финансовый документ. Несмотря на дефицит в 11 миллиардов рублей, бюджет на ближайшую трехлетку получился вдвойне социально ориентированным, с заделом на экономическое развитие региона. О том, как выглядят наши финансовые планы, расскажет Наталья Юрина. Живой документ, бюджет, цифры в нем меняются, работа над ним продолжается на протяжении года. Главный финансовый расчет на 2022 и 2 последующих года, начиная с осени, парламентарии рассматривали тщательно на заседаниях, совещаниях и комиссиях. Бюджет в итоге приняли с 11-миллиардным дефицитом. В региональную казну поступит 87 миллиардов рублей. Шестую часть суммы выделят федералы, остальное – налоги. Самые крупные плательщики по-прежнему – компании и сферы промышленности. Мы, опять-таки, исходили из тех данностей, которые были на момент внесения закона. Учитывая ситуацию в экономике в целом, цены на нефть, рост цен на сырье, нефть, газ, лес, удалось, в принципе, скорректировать прогноз по доходам. В первую очередь. Соответственно, мы получили возможность немного нарастить и расходную часть. Здесь мы постарались в рамках, конечно же, тех ограничений, которые у нас есть законодательные, учесть максимально. И были поручения главы, и поручения от депутатов, которые мы учли. В 2022-м расходы региональной казны оцениваются в 98 миллиардов рублей. На первом месте по выделению средств сфера образования. Это около 26 миллиардов. На второй и третьей позиции расположились медицина и социалка. Каждая получит по 17 миллиардов рублей. Дорожный фонд составит 5,3 миллиардов рублей. Около 5 миллиардов потратит на строительство объектов. Культуре достанется примерно 3 миллиарда, спорту на 2 миллиарда меньше. После рассмотрения проекта бюджета в Госсовете в начале ноября парламентарии совместно с правительством Коми приняли решение увеличить статью расходов в 2022 на 5 миллиардов рублей. Из них 1 миллиард – это траты инвестиционные. Этот миллиард на развитие инвестиций даст нам более 2500 рабочих мест и более 58 миллиардов привлеченных инвестиций. Представляете, вот вложение, да? Мы миллиард вкладываем, а на него привлекаем более 58 миллиардов инвестиций. И, конечно, именно вот такой бюджет, несмотря на дефицит, но все-таки закладываются средства на развитие, дает возможность и развиваться республике и экономике. Дополнительно больше миллиарда рублей направят на образование. Плюс 274 миллиона рублей пойдет на укрепление материально-технической базы, в частности, на безопасность детей. 710 миллионов вложат в индексацию зарплаты. Методику расчета субвенций для учреждений изменят в положительную сторону.
Нам выделили финансирование на 2022 год в первую очередь на изменение методики расчета субвенций для дошкольных учреждений, для школ. Что это такое? То есть это те средства, которые выделяются на каждого ребенка и направляются в муниципалитет. Дальше муниципалитет их уже доводит до конкретной образовательной организации. И действительно, для изменения методики мы предусматриваем в бюджете на 2022 год 883 миллиона рублей. Народный бюджет увеличит в разы. В целом под общественные проекты каждый год будут отдавать рекордную сумму – порядка 400 миллионов рублей. Помимо уже заложенных 2,5 миллиардов рублей, 650 миллионов сверху направят на компенсации выпадающих расходов ресурсоснабжающим организациям из-за льготных тарифов, действующих в Коми. Дополнительные вливания помогут поднять уровень качества услуг. На 218 миллионов больше от запланированного получат сельхозпроизводители. 170 миллионов сверх плана получат социально ориентированное НКО. Подрастет финансирование и по закупке льготных лекарств. У меня огромное количество на встречах идет вопросов именно по льготному лекарственному обеспечению. Так вот, в этом году мы добавили 300 миллионов и вышли на 1 700 000 000, тем самым полностью закрыли потребности на 2022 год по деньгам, по льготным медикаментам. После принятия основной версии главного финансового документа на ближайшую трехлетку в ноябре, в декабре властям пришлось внести корректировки в бюджет действующий. Список расходов увеличили без ущерба для экономики. Связано это с приумножением доходной части по налоговым поступлениям и стабилизацией экономики. Перерасчет принес Коми дополнительный 1 602 миллиона рублей. Региональное правительство решило направить эти деньги на капитальный ремонт больниц и поликлиник, безопасность в школах, на субсидии муниципалитетам на местные вопросы. Депутаты такой перевод поддержали. На здравоохранение 530 миллионов рублей, на образование 640 миллионов рублей, на предоставление субсидий муниципальным образованиям на оплату расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за содержание заселенного муниципального жилого фонда 366 миллионов рублей. Субсидии районам распределили в зависимости от объема незаселенного жилого фонда. За содержание полупустых домов деньги в основном направят в отдаленные районы. 14 миллионов рублей получит Инта, 41 миллион Печора и 294 миллиона рублей Воркута. Воркута, Печора, Инта – это пустующее жилье, это наш бич, когда дом пустует, но в нем живет 1-2 семьи, и мы вынуждены держать, что называется, под теплом весь дом. Понятно, выпадающее тепло его никто не оплачивает, поэтому вот мы в этом смысле помогаем нашим муниципалитетам. В Удале мы компенсируем выпадающие, опять же, не покрытые доходами, расходы по коммунальным платежам именно муниципалитета. Львиная доля средств, направленных на образование, более 330 миллионов рублей, пойдет на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в школах и садах. Защита и комфорт детей – одно из приоритетных направлений правительства Коми. Только в этом году на эти цели направили 747 миллионов, 580 по личному поручению главы Коми Владимира Уйба. Для сравнения, годом ранее потратили на 300 миллионов рублей меньше. Также новые расходы пойдут на проведение регионального чемпионата «Молодые профессионалы» и поддержку одаренных детей. Выделяют деньги и на проведение 2 знаковых спортивных мероприятий. В следующем году 2 очень больших события в мире спорта в республике и в мире. Чемпионат мира по хоккею с мячом. И понятно, что мы уже много сделали, но в этом году нужно дополнительно еще профинансировать те мероприятия, которые точно совершенно уже должны быть к началу чемпионата. И еще у нас будет чемпионат России по лыжным гонкам, и тоже нужно сейчас сделать оплату очень многих направлений для того, чтобы этот чемпионат состоялся. С учетом принятых изменений объем доходов регионального бюджета на этот год составит примерно 90 миллиардов рублей. Результаты исполнения главного финансового документа озвучат в первом квартале 2022 года. Что касается бюджета на ближайшую трехлетку, как отмечают эксперты, документ получился с экономическим заделом на будущее и вдвойне социально ориентированный за счет неоднократных увеличений финансирований в жизненно необходимые и важные сферы. Подводя итоги 2021-го, нельзя не рассказать о тех, кто в этом году спасал и лечил людей, кто рисковал своей жизнью ради других, жертвовал собой, чтобы помочь ближнему. И вовсе не потому, что того требует профессия, а по зову сердца. О героях года Евгений Стокас. Артем Кынев и Иван Нечаев получают награды за спасение погибающих на водах. Торжественно и с почетом.
Летом прошлого года два молодых человека в Карткировском районе спасли двух мальчишек из воды. Спасатели поневоле очень скромно говорят о своем подвиге, будто это и не подвиг вовсе, вот только для спасенных мальчишек они самые настоящие ангелы-хранители. Я оказался там случайно, я просто проплывал мимо. И когда проплывал, очередной раз поднял голову, чтобы посмотреть, куда я плыву, и услышал крики о помощи. И поплыл туда. Да, Артем был ближе всех. Он потом, как выяснилось, он переплывал речку. И вот у него как раз на обратном пути, когда он переплывал, он спас ребенка, да. Чтобы стать героем в экстремальных условиях, когда счет идет на секунды, нужна реакция и смелость. Но чтобы связать свою жизнь со спасением других, нужно настоящее мужество. В жару и мороз, в буран и ливень спасатели, пожарные, сотрудники МЧС несут свою службу, спасают чужие жизни, часто ценой своей. В этом апреле в Коме представили книгу памяти МЧС России. В издание вошли более 450 имен погибших огнеборцев, 9 из них – наши земляки. Лично почтить память тех, кто погиб при исполнении служебного долга, пришли коллеги, родные и близкие героев. Но из-за пандемии сделать это как следует все же не вышло. Из-за того, что у нас все-таки еще имеются ограничения по пандемии. В этом году, к сожалению, мы не проводим традиционный торжественный развод, парад сил и средств пожарно-спасательного гарнизона, но торжественные мероприятия с ветеранами пожарной охраны в этот день, конечно, во всех гарнизонах республики проводятся. Пандемия вот уже второй год не отступает, и главными примерами самоотверженности для всей страны остаются люди в белых халатах. Не жалея сил и здоровья, они денно и ночно спасают наши жизни. Сначала, признаются врачи, был страх перед новой неизвестной болезнью, потом он прошел, осталась решимость. За работу в красной зоне, в скорой помощи и санавиации медиков республики награждают первые лица региона. Действительно, они заслужили всех почестей. Было страшно. Не знали, что делать, да, чего ожидать. Переживали за коллег, переживали. Постепенно потом все наладилось. Больные с выраженной дыхательной недостаточностью, с которой мы впервые столкнулись при коронавирусной инфекции, действительно были цифры сатурации крови очень низкие, 40% и так далее. Никогда в жизни я такого не встречал. Молодые медики от общей беды тоже в стороне не остались. Пусть они еще учатся, но в профессию пошли, чтобы помогать. Поэтому тоже отправились в больницы на передовую. Кого не пустили из-за возраста, ушли в волонтеры. Помогали медсестрам и врачам, доставляли продукты и медикаменты тем, кто находится на самоизоляции. Помогали больным добираться до медучреждений. Каждый из них смог внести свой посильный вклад. Некоторые из них помогали непосредственно в красной зоне. Они мерили температуру, осуществляли первичный прием пациентов, которые приходили с теми или иными симптомами. Другие же девчонки, наоборот, работали в составе первичного звена в поликлинике. Студентов-медиков из Коми отметили и президентскими, и республиканскими наградами, но они, как и взрослые врачи, искренне смущались. Ведь свое дело делали не ради признания, а по велению сердца, как и другие добровольцы, будь то народные дружинники, поисковики и даже серебряные волонтеры. Помогая людям, я получаю энергетику. Это несмотря на акцию в моем месте, вообще от волонтерства я получаю большую энергетику. Делать добро, оно, как говорится, возвращается бумерангом. Ты, когда делаешь добро, видишь на их лицах улыбки, это много чего стоит. Чисто для меня много чего стоит. Особенно улыбки пожилых. Есть в Коме и герои-символы. Один из самых известных – столичный эко-человек-паук или Чистомен. Этой осенью он вместе с соратниками объявил войну покрышкам, брошенным в гаражных кооперативах и оврагах. Уважаемые гаражники, пожалуйста, увозите свои отходы в специальные контейнеры, специальные бункеры. Давайте вместе сбережем нашу природу и наш город. Такие герои, пусть и без суперспособностей, но тоже творят великие дела. С осени активисты собирали покрышки по всему городу и собрали целую фуру. Однако доставка на переработку в Подмосковье стоила немалых денег, поэтому на нее собирали всем миром. Такой вот общественный экоактивизм. Фура нам обошлась 60 тысяч. Мы, как понятно, у нас самих не оказалось такой суммы. Поэтому мы запустили сбор средств с населения. Кто чем может, по 100, по 50 рублей, по 200 рублей. И благодаря неравнодушным жителям, частным организациям,
предпринимателям, мы сумели собрать необходимую сумму. Такие же неравнодушные люди помогали детям, пожилым или ветеранам. Восстанавливали конный центр «Аврора», который зимой пережил пожар. Ведь они привыкли не брать, а отдавать. Не рассчитывала на помощь в таких глобальных масштабах. Знаете, это просто не вся республика помогала, весь город. Люди несли еду, теплые вещи, корма для животных, помогали стройматериалами, то, чем мог, рабочей одеждой, спецовкой, потому что сгорели все вещи, нам даже не в чем было ходить, ухаживать за лошадьми. Героев в нашей республике гораздо больше, чем может показаться. Они среди нас, а иногда это и мы сами. Не обязательно спасать кого-то из воды или вытаскивать с того света, хотя значение этих подвигов никто не умаляет. Чтобы стать для кого-то спасителем, и усилий-то много не надо. Отправить СМС для больного ребенка, помочь приюту для животных или конной школе, прибраться на берегу реки, подключить автоплатеж на счет любого благотворительного фонда, записаться, наконец, волонтером. Список бесконечный, и каждый из нас хотя бы несколько раз в году может стать примером для других. Этот год прошел для Коми под знаком 100-летнего юбилея. Наиболее значимые события в культурной жизни региона прошли с посвящением ему. Власти постарались вывести этот праздник за рамки территориальных границ республики. В Москве пассажиры метро могли побывать в Коми. В Санкт-Петербурге прошли Дни республики. Наш ансамбль «Асьяке» выступил в жарком Дубае. Анна Зубарева напомнит, как это было. Он словно вышел сюда из душных кабинетов обкома партии. Вдохнуть речного воздуха, почувствовать лучи августовского солнца на щеках, посмотреть на родной город. Главный культурный подарок жителям столицы в день столетия региона – это однозначно Иван Морозов, сохраненный в веках. Первый секретарь Коми обкома КПСС, человек-легенда. Про него по-другому не скажешь. Монумент установили в Кировском парке Сыктывкара, а изготовили в Санкт-Петербурге в одной из старейших советских мастерских. Было у нас около 10 эскизов сделано. Там и сидящие были, и всякие разные. И почему все-таки решено, чтобы он стоя был? Мы, естественно, его биографию наблюдали, изучали, общались с людьми, которые хорошо его знали, и родственниками. И это та личность, которую нельзя посадить, понимаете. Бывают люди энергичные, динамичные, то есть люди, действительно идущие вперед и в будущее. Открытие памятника долгие годы ждали близкие и родные Ивана Павловича. Об этом говорили не одно десятилетие. Как дань памяти, как знак уважения, как простое человеческое спасибо за все, что сделано Морозовым за 22 года служения родной республике. А это уже Ухта. Здесь тоже аккурат в юбилейный день открыли выставочный зал художников, которого так не хватало жемчужине Севера. Все очень красиво, очень потрясающий выставочный зал открылся. Не хватало такого помещения как раз для музея. Это, по-моему, самое оно. На столетие республики тем более. Изменился до неузнаваемости Ухтинский центр творчества имени Корчевского. Яркие и светлые помещения кружков и секций. Просторный коворкинг, почти полностью остекленный спортзал. Преображение оценили все. В том числе экс-министр культуры республики Сергей Емельянов. Уроженец Ухты и частый посетитель Дома пионеров, он помнит эти интерьеры совсем другими. Особенно оценил модельную библиотеку центра. То, что было в моем детстве, конечно, это не то, что мы видим сейчас далеко. Мне, как председателю Совета по культуре Северо-Запада, приятно до сих пор осознавать, что Республика Коми продолжает быть лидером библиотечных изменений в стране. Со столетием Коми жители республики поздравили и артисты Государственного академического русского народного хора имени Митрофана Пятницкого. В репертуаре коллектива подлинные русские народные песни, композиции в современной обработке, авторские произведения, плясовые и хороводные мотивы. Артисты посетили Сыктывкар, Воркуту, Инту, Печору, Усинск и Ухту. Такой проект у нас в Республике Коми он впервые при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. И основной организатор – это федеральное учреждение «Росконцерт», которое, зная о нашем вековом юбилее, пошло нам навстречу. И такой беспрецедентный тур нам предоставило такого замечательного коллектива.
Но не только мы принимали гостей. Наши артисты гордо представляли регион за его границами. Театр оперы и балета показал Москве и Питеру национальный бренд. Балет «Ягморт» Якова Перепелицы в 5-й редакции. В Белокаменной и городе на Неве этим летом вообще случился коми-театральный бум. Лучшие постановки, русская и зарубежная классика, разные театральные школы. Объединяло одно – всегда аншлаг. Очень тепло принял зритель. Все-таки мы представляем профессиональное искусство. Это достаточно хороший профессиональный уровень. Вот смотрите, спектакль заканчивается, и минут 7-8 идут аплодисменты. Ключевым культурно-имиджевым проектом векового юбилея Коми стал запуск брендированного состава вагонов московского метро. Миллионы пассажиров, москвичей и гостей столицы за полгода поездок по Арбатско-Покровской линии узнали об уникальности нашего региона. Одна поездка по синей ветке в таком составе – это мини-путешествие. На вершину уральских гор Монорагу, на плато Мань-Пупунер или в край старообрядцев самобытную северную Усть-Сельму. Первый исторический рейс в поезде Коми-100 стал и самым музыкальным. Мария Моль от Осякы в разных вагонах и в разные моменты. И даже во время интервью с главой Коми. А передвижная выставка «Природа, традиции, люди» побывала в каждом регионе России. Фотопроект открыл неповторимую красоту севера. Рассказал всей стране о наших вековых национальных традициях и самобытной культуре. Думаете, на этом все? Берите выше. Сама Останкинская башня, высочайшее сооружение Европы, окрасилась в цвета флага Коми больше 5000 раз. Кто в этом году точно поймал кусочек лета, так это государственный ансамбль песни и танца «Осякы». Артисты побывали с гастролями в солнечном Дубае. С традициями и обычаями северного народа они знакомили участников мировой выставки «Экспо-2020». В жару под 40 и меховых малицах эту поездку они однозначно запомнят на всю жизнь. Все фотографировались, все нас снимали, их восхищали наши костюмы. Просто потому что только двери открываются, они все заходят, и мы стоим. Мальчишки на сцене в шаманских костюмах, мы по периметру в малицах. И каждый, кто не заходил, они сразу же снимать начинают нас. Кто-то ближе, кто-то дальше, кто-то долго, кто-то фотографировался. То есть это была реакция сразу же, потому что вот в этой южной стране за счет контраста вот нашего северного колорита мы, наверное, очень сильно выигрышно смотрелись. Засветились наши лица, в том числе на федеральном телевидении. Один из выпусков легендарного шоу «Поле чудес» был посвящен столетию Коми. Мы угостили Леонида Аркадьевича Печорской семгой, строганиной и морожкой со сливками. А право представлять регион досталось самым достойным. Так, среди участников первой тройки игроков экс-начальник Ижемского аэропорта Сергей Сотников, стараниями которого в 2010-м удалось избежать потерь во время аварийной посадки самолета Ту-154. Я, как говорится, по инициативе своей содержал взлетную полосу. Так это о вас писали газеты? Да. Ребят наградили, и вас ведь наградили? Да, медалью ордена второй степени заслуги перед Отечеством. В юбилейный год мы еще раз всем доказали. Республика богата природой, историей, а самое главное – людьми. Людьми творческими, самоотверженными, открытыми ко всему новому и трепетно относящимися к старому. В конце концов, наша культура уникальна. И уж точно такого отношения к себе заслуживает. Одно из значимых сообщений в канун Нового года – чемпионат мира по хоккею с мячом, который мы так долго ждали, состоится следующей весной. Сроки подтвердила Международная федерация бенди. А еще уходящий год запомнился победами баскетболисток Ники, которые оказались успешны не только в премьер-лиге, но и в Еврокубке. Строитель досрочно обеспечил себе место в плей-офф. Радуют болельщиков и мини-футбольные команды региона «Ухта» и «Новая генерация». О спортивных победах уходящего года напомнит Евгения Кладкевич.
В расписании республиканского стадиона нет свободных окон. Для каждого вида спорта улучшены условия и комфорт. По будням – тренировки спортсменов, по выходным – массовое катание. Реконструкция главного спортобъекта Коми началась в 2019-м. Тогда стало известно, что наш регион примет следующий чемпионат мира по хоккею с мячом. За ремонт главной площадки взялась подрядная организация из Сербии. Окончание работ планировали на январь 2021-го, аккурат к чемпионату мира. Однако из-за коронавирусных ограничений сроки сдвинулись. Полностью обновленный и усовершенствованный спорткомплекс республика получила лишь весной этого года, а вот чемпионат мира по бенди перенесли на 22-й. У нас отремонтировано в рамках этой же реконструкции спортивная школа номер 1. Сегодня вовсю идут у нас с вами соревнования, вовсю идет у детей тренировочный процесс в рамках госзадания. Стадион готов, и мы этому очень рады. И действительно, ремонт на стадионе выдался на славу. Занятия, соревнования, спортивные сборы и конференции проходят на новых, оснащенных всем необходимым площадках. Летом здесь футбольное поле, легкоатлетический манеж, есть места для сдачи норм ГТО, зимой каток, хоккейные матчи и массовые катания. Заменены все инженерные сети. Преобразился и дом спорта. Что же касается бенди, согласно новому графику, чемпионат пройдет уже будущей весной. Группа «Б» сыграет с 8 по 13 марта, группа «А» с 27 марта по 4 апреля. В случае благоприятной эпидобстановки. А вот с этим пока беда. В своем недавнем обращении глава Коми Владимир Уйба высказался о недостаточных темпах вакцинации от ковида, которые как раз и могут сорвать первенство мира. Мы будем писать и обращаться в федеральный штаб с тем, что мы готовы к проведению, технически готовы к проведению этого чемпионата. Но оценивать нам нашу республику будут не только по подготовке персонала, республиканского стадиона, безопасности, но в первую очередь по безопасности санитарно-эпидемиологической. А мы проваливаемся, мы не успеваем к марту месяца достичь 80% при вакцинации. Благодаря проекту «Народный бюджет» стало возможным строительство площадок ГТО, ремонт спортивных залов, закупка спортивного инвентаря. 27 инициатив реализовано за этот год в городах и районах Коми. По другому проекту «Спорт. Норма жизни» в Ухте появился долгожданный факот. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа состоит из футбольного поля, хоккейного корта с трибунами, а также зоны силовых тренажеров. Резиновое покрытие, футбольное поле будет уже стелиться в следующем году, потому что сегодняшние погодные условия нам это не позволяют. Этот год, отмечает министр спорта, стал показательным в проведении спортивных мероприятий. В 2021-м впервые прошел чемпионат по баскетболу 3х3, а в большом баскетболе Ника продолжает удивлять. Новогодним подарком для всех любителей спорта стало серебро Кубка мира. На решающий матч в Курск титульный спонсор команды организовал чартерный рейс для болельщиков Ники. Это здорово, когда клуб принимает решение привести болельщиков на игру, на самую главную игру этого года. И не 5 человек, не 10, которые тоже могли бы поддерживать, но везут почти 100 болельщиков. Это очень здорово. Спасибо большое руководству клуба, что они пошли на это. Надеюсь, что такая традиция будет продолжена. Дорога из Сыктывкара заняла чуть больше 2 часов. На земле самолет встречали усиленные наряды полиции и фанаты местного «Динамо». Надеемся, будет очень шумно и с нашей стороны, и с вашей. И команды будут довольны и покажут хорошую игру, красивую в финале Кубка России. Курская «Динамо» – признанный лидер баскетбола. В составе несколько легионерок с российскими паспортами. Полная обойма первоклассных игроков. А вот Ника в финале Кубка страны могла рассчитывать исключительно на своих русских девчонок. В заявке всего 7 человек. Раиса Мусина играет с травмой. Стартовые минуты – равная борьба. Ника пропускает, сравнивает, выходит вперед и снова пропускает. Фалят часто и те, и другие. Ротация состава Курску позволяет нарушать, но и наши не отстают. Мария Черепанова и Валентина Кожухарь за перебор фолов ушли с площадки досрочно. Впятером без права на замену, на морально-волевых боролись до финальной сирены. Догоняли «Динамо», но чуточку не хватило. 61-65. Поражение – достойная победы. Мы играем за 11-й день 5-й матч. И я считаю, что девушки заслуживают огромного спасибо за тот качественный баскетбол, который они показали сегодня. Высокие результаты спортсмены Коми показали во всех видах спорта. И хочется пожелать, чтобы в следующем году побед становилось еще больше.
Раисе Мусиной, как остальным баскетболисткам, только забитых трешек, Алексею Ничкову, лучшему снайперу строителей, всем его коллегам по команде, сотни победных мячей, ворота соперника, Юлии Ступак, наши легендарные лыжницы, почаще зажигательных танцев на победном подиуме, как можно больше сил, упорства и только высших наград всем спортсменам республики. Новый год – пора исполнения самых сокровенных желаний. Время, когда хочется, чтобы все мечты обязательно сбывались. Потому уже не первый год людей, которые стремятся сохранить в празднике немного волшебства, объединяет акция «Елка желаний», чтобы исполнить чью-либо мечту. Ксения Лосева знает детали. Восьмилетние братья Гордей и Кирилл отныне настоящие танкисты. Несмотря на юный возраст, у них все по-взрослому. Даже форма самая настоящая. Ее сшили специально на заказ. Обмундирование вручал лично командующий первой гвардейской танковой армией Западного военного округа. Буквально несколько дней назад ребята вместе с мамой и папой вернулись с армейского полигона Алабино в Московской области, где прокатились на танке Т-90. Впечатлений теперь хватит на несколько лет вперед. Мне не хватило слов, чтобы это описать. Я верю, что желание сбудется. Это была самая заветная мечта маленького Гордея из Сосногорска. Родители помогли малышу и его брату принять участие в акции «Елка желаний». Ребята сами сочинили письмо то ли президенту, то ли Деду Морозу. Откликнулось Министерство обороны России. Каждому ребенку предоставили в распоряжение целый танк. Помогли залезть внутрь, рассказали, как все устроено, и даже прокатили по заснеженным полям полигона. Встретили нас гостеприимно. При нас провели учения. 3 танка произвели по 3 выстрела. Как трясло, помнишь, стекла? Вот. Мы, получается, в президентской ложе, так что ли, находились все, дети, мы все взрослые. Очень понравилось, танк настоящий, у каждого ребенка по своему танку. Под Новый год сбылась мечта и маленькой Лизы Улешовой из Сыктывкара. Девочка занимается музыкой уже 2 года, а потому заказала Деду Морозу настоящее взрослое пианино. Музыкальный инструмент, прямо такой, как она себе представляла, появился под елкой буквально как по волшебству. Как оно появилось? А появилось это... У тебя было желание. Было. Ты написала. И вот оно появилось. Это же маленькое такое чудо. Новогоднее. Будем считать, что его принес Дед Мороз. Я верю, что Дед Мороз существует. Он существует. В роли Деда Мороза выступил полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Желание Лизы он снял с самой верхушки новогодней ели. Старт всероссийской акции в регионе дал глава Коми Владимир Уйба. 5-летняя Анжелика загадала подвесное кресло-качели, и уже совсем скоро ее мечта тоже сбудется. Это очень добрая и светлая акция. И это удивительное чувство, когда ты делаешь доброту, делаешь доброе дело. И это же акция для детей, и под Новый год у ребенка исполняется его заветное желание. Вспомните себя, вспомните свое детство, как это было, как эти мечты, сбываясь, какое они приносят счастье детям. Механика чуда проста. Сначала нужно достать понравившийся шар с елки, прочитать желание и затем зарегистрировать его у организаторов. Так ни одно послание не останется без внимания. Ну а после, самое главное, выбрать и вручить заветный подарок ребенку. Вот она моя ответственность, да? Личная. Так, что у меня тут мечтает о смартфоне. Все, считайте, выполнено. Юрий Зубаков мечтает о ноутбуке. 17 лет, видимо, будем поступать куда-нибудь. Марафон добрых дел охватил все без исключения районы республики. Детские желания с самых разных елок снимали профильные министры, депутаты, бизнесмены, спасатели, учителя и просто неравнодушные люди. Некоторые вытягивали сразу по несколько елочных шаров. У меня 2 ребенка, и я хотел бы исполнить 2 желания, возьму еще второе. Все мы были когда-то детьми, все мы ждали эти подарки. Конечно же, Новый год – это день сказок, день волшебства. Надеюсь, что мы это волшебство исполним. Куклы, машинки, наборы для творчества, музыкальные инструменты и многое другое. Всего более 60 тысяч самых заветных и искренних детских желаний по всей стране. Мечтают, кстати, современные ребята очень часто о простых вещах, например, о доске для выжигания.
Максим молодец, он меня крайне удивил. Крайне удивил, вообще красавец, честно сказать. В нашем детстве такие подарки были тоже. То есть я даже крайне удивился, что такие аппараты еще до сих пор существуют. Сам с удовольствием этим занимался. А дети, ну, что дети? Это детский праздник Новый год, по большому счету. Пусть у них будет счастье, радость. О том, что волшебство – дело рук совсем не волшебников, здесь знают не понаслышке. Вот так, сообща и вместе, районы участвуют в акции уже не первый год. В этот раз под свое шефство Сыктывдинский район, например, решил взять особенных детей. Они, как никто другой, нуждаются в настоящей сказке. И дело тут далеко не в подарках. Намного важнее помочь маленьким ребятам поверить в чудо. Я очень хорошо запомнила девочку, которой я увезла подарок от одного из наших предпринимателей. Она открыла, подумала, что это не настоящий телефон, игрушечный. Когда поняла, что это и по правде телефон, я даже не ожидала. Она просто вот прыгнула мне вообще вот на шею, схватила. И вот эти ощущения, они вот до сих пор. Когда к акции присоединяются тысячи неравнодушных по всей стране, цепочка чудес начинает работать. Чтобы исполнить чью-то мечту, не обязательно даже срывать открытку с елки. Достаточно зайти на портал елкажеланий.рф и выбрать подарок. В прошлом году общими усилиями удалось осуществить более 21 тысячи самых заветных мечтаний. В этом, благодаря людям с большим сердцем, без сомнения, будет еще больше. Всего одно доброе дело, казалось бы, немного в масштабах Вселенной. И вместе с тем, как много это может значить для одного конкретного человека. Такими были детали уходящего года. С пожеланиями счастья, мира и добра мы прощаемся с вами, чтобы увидеться уже в следующем году. До встречи.